Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тамыров. В Алекнинском районе вынесен приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего работника строительной организации. В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, работая машинистом экскаватора и являясь лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению требований безопасности труда при выполнении работ, при выезде на временную автодорогу задним ходом, не прибегнув к помощи других работников организации, повернул башню-платформу управляемого экскаватора, задев при этом дерево, которое упало на потерпевшего. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, по иску потерпевшей стороны, поддержанной прокурором, судом с юридического лица взыскана компенсация причиненного морального вреда в общей сумме 2 600 000 рублей. Участковые уполномоченные полиции выявили факты фиктивной регистрации граждан в Нерюнгринском районе. Так, в ходе проведения профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудниками полиции выявлено 3 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 46-летний житель города Нерюнгри прописал в своем жилом помещении 2 иностранных граждан, а 25-летняя жительница поселка Беркакит прописала в своей квартире 2 иностранных граждан. И еще один 47-летний нерюнгринец прописал в своем жилом помещении 3 иностранных граждан. Фактически же данные граждане не проживали по месту регистрации. По данному факту возбуждены уголовные дела. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Правоохранительные органы напоминают, что санкции данной статьи предусматривают наказание как в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, так и в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Прокуратура Алданского района приняла меры по блокировке доступа к изображениям нацистской символики. Так, в ходе мониторинга сети интернет ими было выявлено 3 сайта, на которых в свободном доступе были размещены изображения нацистской символики, которые запрещены законодательством Российской Федерации. За пропаганду либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Прокуратура района направила в суд административный исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории страны и об ограничении доступа к ним. Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры. В Ленском районе выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Так, во время профилактических мероприятий инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ленскому району в одном из магазинов, расположенного по улице Строителей города Ленска, выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. 32-летняя продавщица реализовала 2 банки пива подростку, не поинтересовавшись его возрастом и документами. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Напомним, при нарушении требований данной статьи о продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему Кодексом об административном правонарушении предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 000 рублей, на должностных лиц от 100 до 200 000 рублей, на юридических лиц от 300 до 500 000 рублей. Рейды по предупреждению и выявлению пересечения незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются по всей территории республики, передает пресс-служба регионального МВД. Теперь немного о происшествиях из других регионов страны. Так, минувшим днем задержали жительницу Тывы при попытке заказать убийство падчерицы ради получения наследства. На этот поступок она решила пойти после смерти супруга. Мужчина владел 2 квартирами. Наследницей первой очереди на получение недвижимости стала 8-летняя дочь умершего. Это и стало поводом попытки организации убийства ребенка. Обещая вознаграждение в размере 180 000 рублей, женщина искала киллера для выполнения задания. На объявление
объявление откликнулся сотрудник уголовного розыска МВД. Подозреваемая встретилась с псевдокиллером в своей квартире и рассказала, где учится девочка. Передала задаток в размере 10 тысяч рублей и электрошокер, который планировалось использовать как орудие убийства. Позднее женщина показала школьницу, где та стояла на автобусной остановке. В качестве доказательств якобы исполнения заказа правоохранитель показала женщине инсценированную фотографию совершенного преступления и шапку девочки, после чего подозреваемую задержали. Следственное управление Следственного комитета по республике Тыва по данному факту возбудило уголовное дело. Подозреваемая женщина заключена под стражу. Сотрудники МЧС вызвали двоих рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине. Инцидент произошел в понедельник, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области. Невзирая на предупреждение МЧС об опасности выхода граждан на лед, в том числе оповещение посредством СМИ и через СМС, двое мужчин отправились ловить рыбу в районе села Заозерное Макаровского района. Порыв ветра оторвал от берега льдину, на которой находились рыбаки, и унес ее в открытое море. Самостоятельно выбраться мужчины не смогли. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вызвали рыбаков. Мужчин осмотрели медики, их жизни ничего не угрожает. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.